Несколько лет тому назад в издательстве Newsweek был выведен рейтинг 100 лучших книг, выбрали 100 лучших книг, составили список во всей мировой литературе. И первое место в этом рейтинге занял роман Льва Толстого «Война и мир». Ни одного русского текста уже в этот рейтинг не вошло, кроме, может быть, Набокова. Но Набоков больше относится все-таки к английской литературе. И вот поэтому отсюда и вытекает, видимо, потребность задуматься над тем, чем же эта всепобеждающая русская классика победила многих других представителей литературы, не только современной, но и начиная с древнейших времен. Некоторые говорили объем огромный в «Войне и мире». Некоторые говорили философией Толстого, которая выражена здесь. Некоторые говорили о том, что здесь видят славянскую особенность, русскую особенность мышления Толстого. А так как это, как неофиты подходят к этой проблеме, то им интересно присмотреться именно к философским взглядам Толстого. А когда начали присматриваться к философии Толстого, то тогда переключили внимание уже на его художественное творчество, и тут получили огромное наслаждение, читая «Войну и мир». Но думается, что все эти предположения, они действительно имеют место. Однако все-таки интерес к Толстому был вызван, вероятно, тем удовольствием, которые получают читатели от чтения «Войны и мира». Это не обязательно философы, это не обязательно ученые, это публика, которой нравится читать это произведение. Благодаря, вероятно, хорошим переводам, благодаря тому, что в произведениях Толстого так ощутимо, так осязательно переданы все переживания человека, поэтому, читая произведения Толстого, читатель ощущает огромное удовольствие. Он упивается текстом Толстого. Однако самое важное, вероятно, заключается в том, в творчестве Толстого, что этот гений был во всем абсолютно самобытен, абсолютно самостоятелен. Ни одной заемной мысли, ни одного подражательного поступка. Везде все по-своему. Предлагает свое решение тех проблем, на которые он обращает внимание. Он сочиняет собственное Евангелие. Из канонического текста убирает все ритуальное, суеверное и оставляет только самую суть, оставляет только самую соль этого великого учения. Он сочиняет свою историю, утверждает о том, что истории как науки пока нет, и даже формулирует свое представление об истории, говоря: история – это есть слагаемые бесконечно малых величин, которыми являются отдельно взятые человеческие жизни. Разве это не так? Просто и гениально, как просто все гениальное. Действительно, он это все переносит на весь масштаб своей деятельности. Он это реализует, когда рисует свои художественные образы, особенно военные образы военачальников и так далее в «Войне и мире». Он это реализует, когда говорит о Ване Карениной, о проблемах семьи, скажем, о проблемах любви и так далее. И все это обволакивает как бы этой историей. То есть как складывается судьба человека, она как раз и складывается из того, что он называет символическим словом «хозяин». И вот еще одна его особенность, которая вытекает из его самостоятельности, рожденной самостоятельностью не только мыслей, но и действий, это когда он создает военные картины. И когда говорят, чем привлекает их писатель русский Толстой, то некоторые англоязычные и так далее читатели
заявляют, что мы никогда не читали такого прекрасного описания битвы, как у Льва Толстого. И вот когда мы говорим о актуальных проблемах изучения его творчества, то как раз и всплывает вопрос о том, какие приемы применяет Толстой для того, чтобы выразить своеобразные свои мысли. Потому что если это мысли не заемные, так, если эти положения не откуда-то взяты и повторены, если это собственное, то это требует собственных средств изобразительности. И поэтому символика Толстого, опять-таки, это особая символика. У него ведь не только традиционные символы, знакомые нам, это и свеча, это и небо знаменитое, это и дуб и так далее, но у него есть такие символы, которые до сих пор разгадывают и не могут разгадать. Таинственный символ «мужик». Ну что это такое? Мужик Вани Карениной, который появляется то и дело. Что за символ? Ну, большинство, видимо, критиков склоняются к тому, что это и есть символ необузданной страсти, так, неконтролируемой животной почти страсти. Есть у него звуковой символ. Он вообще введен Толстым впервые. Железный звук. То и дело повторяется. Какой-то растрепанный мужик сидит, стучит чем-то железным по рельсам. Так, капитализация, вероятно, капитализация. А есть еще вообще таинственный символ «хозяин». А что это? А это рок, это судьба, это стечение обстоятельств. И поэтому, по мнению Толстого, умен тот человек, который понимает свой рок, понимает свою судьбу. Потому что все идет, говорит он, из прошлого. У Толстого в его философии жизни и смерти необыкновенно сильно следующее начало. Он уверен в том, что внутренний мир человека реагирует на внешнюю обстановку абсолютно индивидуально. Абсолютно индивидуально. Тут на него, вероятно, определенное влияние оказала как шопенгауэровская теория, например, так, мир как отражение, или вещь в себе Канта, потому что все идет из детства, говорит Лев Толстой. И когда рисует своего автобиографического героя, и вот еще один прием Льва Толстого, он же нас ориентирует на своих автобиографических героев, давая им определенные имена. Скажем, Левин в Анне Карениной в «Черновиках» пишется Левин, а его домашнее имя Лева, то есть это авторский герой Левин. Так вот он ориентиры такие давая, говорит о том, что в своей повести «Детство» говорит о том, что Николенька Иртеньев был интересный ребенок. Он, например, любил ловить пустоту, уверенный в том, что если он обернется очень быстро, то он застанет пустоту. Потому что все, что его окружает, это есть только отражение мира в его сознании. Так? И вот такая вот какая-то самостоятельность, отделенность какая-то человеческих представлений о мире, о жизни, так, является таким смыслообразующим началом в характеристике многих героев Толстого. В своих героях он прежде всего ценит самостоятельность мысли. И поэтому, допустим, противопоставляет Пьера Безухова масонам. Масоны заемным умом живут. Пьер Безухов все это перерабатывает в себе и выносит свое решение. Андрей Болконский и Спиранский увлекался одно время деятельностью преобразовательной Спиранского, а когда увидел, что это далеко не подходит ему, как он сам представляет, то тогда такое увлечение уже ушло на нет. Так? Таким образом, во всех проблемах, а проблематика огромная, проблематика настолько масштабная, в ней выделяется столько проблем,
что исследование Толстого никогда не завершится. Никогда. Потому что настолько многообразны, настолько, в конце концов, многочисленны эти проблемы, что наука о Толстом всегда имеет материал для того, чтобы исследовать толстовский текст. Из этого текста, например, вытекает удивительное впечатление о том, что по своей натуре Лев Толстой был исконный, коренной мужик. Вот такое чисто православное, православные святыни какие-то, чисто представление его о жизни, о людях и так далее, они действительно похожи на то, как это понимает народ. И поэтому, если присмотреться к его языку, например, к его уподоблениям, сравнениям и так далее, то мы видим, что он мыслит народными понятиями. Говорят о том, что в стиле Толстого необыкновенно сильны такие моменты, когда мы ощущаем пластика изображений этих чувств. Какие только чувства он не передает, какие только переживания он не изображает в своих произведениях, это почему-то ощущается, как будто бы переживаемое самим читателем. И вот тут, опять-таки, толстовские приемы удивительные. И это не только символика, это не только нахождение единственно нужного слова, а это опять-таки сочетание всего. Так? И если мы берем толстовский текст и отдельно стараемся исследовать его какое-то отдельное произведение, то мы видим, что это подвижные элементы, подвижные. Они имеют способность меняться, трансформироваться, они живут. И даже вот такие понятийные символы, они превращаются в какие-то живые, например, смерть обозначается «она». И она, оказывается, умеет стучаться в дверь, она умеет прятаться в темноте, она имеет способность пугать Ивана Ильича, например, в смерти Ивана Ильича. Она рвется в дверь, когда умирает Андрей Болконский, помним, так? То есть она оживает каким-то образом. Мало того, эти символы трансформируются, становятся все более многозначными, становятся все более тонкими.